Салем, Достар, безумно рад вас видеть, как всегда. И, скажем так, будет такой обзор, реакция на Эрке Эсмахан. Вот, на новый ее клип, называется «Уезжай», ну, «Аэропорт», не знаю, почему назвали «Аэропорт», мне кажется, «Уезжай» было бы неплохо, но, судя по всему, сам текст песни «Аэропорт» на казахском немножко не заходил. Вот, ну да ладно. Первое, что хочется сказать и на что обратить внимание, это большое спасибо за субтитры. Ну, это действительно здорово, потому что, ну, никому не секрет то, что, ну, как бы не только казахи слушают, да, там, казахских исполнителей. Они очень популярны в Узбекистане, в Киргизстане, в России, да и в многих других даже европейских странах. Вот, и иногда, когда ты слушаешь какого-то исполнителя, тебе хочется все-таки понимать, о чем он поет, или какой-то смысловой подтекст в клипе, и благодаря вот этой вот штуке с субтитром это очень даже хорошо получается, поэтому огромное спасибо за это. Вот, клип я уже посмотрел, сейчас я еще раз прогляжу его с вами и примерно опишу, что, как думаю, что, зачем, почему. Давайте, поехали. Субтитры, я думаю, что мне можно будет убрать. Это не будет необходимости большой. Знаете, ребят, вот меня очень часто расстраивает тот факт, когда, ну, действительно хороший клип, офигенный исполнитель Еркешка, ну, надеюсь, никто не обидится из ее фанатов, что я так называю, я не вижу в этом оскорбительного. Ерке Эсмахан, как по мне, так она входит точно в топ-5 лучших казахских исполнителей, да? Ну, действительно, она шикарна, ее песни хитовые, да до сих пор они качают, крутятся по радио и... блин, ну, на любом концерте они как бы приводят людей в восторг, да, что Кайда, что Казажигит, что когда она с Торигали, там, Алло, тоже клип какой шикарный, как он взорвал. Так вот, Еркешка очень хорошая певица, просто молодец. Но почему нанимают, ну, не то что бездарей, да, ребят, ну, плохих актеров, но это плохая актерская игра, очень плохая, когда... Ну, исполнительница такого уровня, я считаю, то, что можно уделить этому чуть больше внимания. Ну, вот эти вот реплики, ну, парень мне как актер не понравился, честно. Может, я чего-то не знаю, и он вообще никак не актер, а друг ее или бойфренд, да, и поэтому решили его вставить в клип, тогда извиняюсь. Но если это актер, которого наняли, то, ну, это не очень хорошо. Еще тоже хотел подчеркнуть, я это сразу заметил, Ерке тут очень молодо выглядит. Ну, в смысле, как вам правильно сказать, в ее клипах, да в том же Казажигит, в том же Кайда, она как бы выглядит более зрелая, знаете, она выглядит как женщина. Как, ну, действительно такая женщина, такая теплая, ну, красивая, которая расцвела. А здесь она выглядит больше как девочка, то есть как молоденькая, простенькая девочка. Не знаю, может быть это дело... тех же мейкаперов и так далее, но, в общем, ну, мне она такой нравится больше, она тут какая-то, ну, такая совсем невинная, маленькая. Ребят, вот это первый косяк, вот, который, ладно, остальные косячки, я на них особо внимания не обращал, но клип сам по себе очень серьезный. Слова песни, они тоже, песня грустная, драматическая, да, сам клип, сюжет клипа, девушка, да, ну, обида на парня, она собирается в аэропорт, это расставание, он за ней бежит. Ну, мне кажется, именно в такой работе, ну, не место таким приколом, да, ну, блин, ну, вот эта нотка юмора, она вообще ни туда, ни сюда, как по мне. Если это вы делаете серьезный клип, то он должен быть серьезным. Если вы делаете, ну, смешной клип, но он должен быть смешным. Вот.
Блин, на Ирке, конечно, тут очень красиво выглядит. Ну, она просто классненькая. Ребят, не знаю, по какой они трассе поехали. Ну, типа, по Кульжинке, что ли. Она ему, ну, ребят, может, что не понимал, да, я и сам не все понимал, а, типа, благодаря субтитрам многие моменты уяснил. Но суть в том, то, что, короче, он ее как-то обидел. В начале клипа мы этого не понимаем как. А потом, типа, ну, выясняется, что она им говорит, ну, типа, делай красиво там, ну, ты если сказал, типа, делай, действуй, ну, что-то вроде того. И он такой, все, короче, я действую, остановил машину, все дела, и тут он звонит, ну, сейчас наберет своему начальнику. Получается, он отказался, говорит, ну, типа, я останусь в Алмате, все дела, я не полечу там, куда-то он должен был лететь. И тут она такая обрадовалась. Ну, если честно, и вот все, у них любовь, морковь. Все, она довольная. Он говорит, типа, вы что там, говорит, едете? Нет, типа, мне пора, я тороплюсь. И такой, типа, свалил. Вы прикалываетесь? Вы реально в Алмате этот клип сняли, Ерке? Слушай, я понимаю, может быть, у тебя своя машина, даже свой водитель, вы все такие крутые, но если вы сядете с лагашкой в такси, чтобы он проехал такое расстояние, оставил, не взял денег, ничего и уехал, да он бы ждал бы полчаса, бы покурил, бы поспал, но не потерял бы клиента, типа, да? Ну, такое. Ну и в целом, я сейчас немножко по сюжету, да, придираюсь к песне, потом скажу, все-таки основное это песня. Сам сюжет клипа мне не понравился, он очень-очень-очень слабый. Мне кажется, ребенок лет 10, да блин, лол, да лет 8 придумает подобный сценарий, да? Он вообще ни начала, ни конца, какой-то конец, и Ерке, блин, ну, как бы, как героиня, не знаю, бросать парня из-за того, что там ему предложили работу в другом городе, а парень чего, не мог ее забрать с собой. Теперь куда-то она вылетает. Короче, сюжет просто бомба, непонятный, нифига. Окей, с ним ладно, о нем мы говорить не будем. Давайте, что касается самой песни. У Ерке, конечно, после Кайда, ну, она пыталась, может, как-то перепрыгнуть себя. КЗ Жигит было что-то своего рода, ну, не пародия, а чем-то очень похоже на Кайда, потому что тот же посыл вот это, и у КЗ Жигит, ну, практически то же самое, да, вот. Ну, как бы, что Кайда, что КЗ Жигит, у них мотив один и тот же. Тут же Ерке прыгнула на стиль, который, может, у нее и были песни до, ну, не самые популярные, где она пробовала делать, ну, не то, что, ну, как бы, да, лирику, такое что-то мелодичное, драматичное, вот. Но я о них не знаю, как и вы, да, ну, как и многие там обыватели, простые слушатели, вот. То есть, как по мне, так это не совсем ее конек. Песня, конечно, хорошая, но она очень далеко стоит, мне кажется, от Алло, от КЗ, там, от Кайда, ну, как бы вообще далеко. Не знаю, ну, может быть, это как и, ну, песня притрется, то есть раза 3-4 послушаешь, и она прям очень понравится, но у меня нету глубокого восторга от этой песни, да, я еще обязательно в наушниках пару раз послушаю, ну, нормально, не клип, а просто саму песню, без отвлеканий на вот этих персонажей нелепых, ужасно нелепых, вот, и посмотрим. Ну, в целом, ребят, ну, не знаю, как бы, по 10-бальной шкале я дам 7. В целом картине клип, блин, на 5 или даже на 4. Мне не понравился, я недоволен. Ну, прям, как бы клип-то хороший, но ты ждешь от человека, от такого, чего-то большего. Вот почему, наверное, вот в чем проблема. Как и, собственно, то же самое с песней. Песня классная, может даже 10 из 10. Но когда ты видишь такую исполнительницу, ты от нее ждешь, ну, большего, мне кажется. Ладно, ребят, всем спасибо. Обязательно подписывайтесь. Ну, как бы, чем вас больше, тем лучше. Скидывайте ролик друзьям. Это будет вообще здорово. Ну и всем пока-пока.